Как вот сделать, вот, и что такое? Зафиксировать. Все наоборот. Вот так лучше сделать. Вот так вот лучше, да? Да, вот так лучше. Все равно дикий камер, дикий аят. Качество не очень. Да, это от компьютера у меня. А камеру надо тогда, видимо, Да, чтобы была другая. поменять или настроить. Тогда Так, я выключу. Выключу его. да, можно выключить. Все равно хобби оглушивает. Так, у нас YouTube и не тянет, правда, ну, звук все есть вроде бы, проблем шалахау ларкаш. Так, ТикТок работает, все нас слышат в ТикТоке. Валейксалам, горец Машвойль. Аят, пока мы вот собираемся здесь, могу я уже начать задавать тебе вопросы? Я бы хотел обсудить с тобой кое-какие моменты. Ну, наверное, какое-то количество, хоть немножко собери минут, ну, что минуты 3, может быть, да? Хорошо, давай подождем. Ага. Да, чтобы сразу не получилось. Потому что первый раз собираемся и потом объявим о том, в чем идет, кто его шуруй. Может сюда подключать людей. Видимо, что-то здесь может быть, вот чтобы как-то войти, может быть, сложность для них. Там посмотрим. Хамзат, объявили это вечером, а заранее объявить дича, надо выбрать какой-нибудь день, когда мы будем говорить. Сегодня у нас вторник, да? Да. Можно практиковать по вторникам тогда, раз начали. Давайте. В 7 часов, раз так, ишдаля. А кто там еще входит? Вот Лиза вошла сюда тоже. Слушай. Ну, еще там минуты 2 подождем. Они это, видно, еще это послал ты им. Они, наверное, еще не прочитали многие. Потому что мы и так решили. Здесь пока вот сколько. Так. Ника. Так, ну что тогда? Начнем? Да, давайте начнем. Тогда я скажу, если молчишь. Да. Значит, вопрос. Салам алейкум. Приветствую всех, кто появился на нашем канале Информационно-аналитический центр и платформа свободного диалога, которую мы открыли еще 13 сентября этого года. Совместно с украинскими представителями, деятелями, которые есть, мы вместе открыли эту платформу. И на основе этой платформы мы собирались вести широкий диалог, свободно, что кто хочет, входит сюда. Ну, конечно, кроме тех, кто там порядок нарушает, чтобы не грубили, а чтобы аргументированно говорили, а не какие-то там говорили, значит, мысли,
фантастические или без доказательств. Это мы не приветствуем, а так мы хотели все это обсуждать. И на этом на этой платформе мы слышите меня, да? На этой платформе мы начали, там встретились люди с Украины и встретились люди с разных, стран. И наши люди, которые находятся здесь, может, в России, я имею в виду здесь, на Западе, так? И речь шла о той проблеме, которая была, нам всем известна. Это о том, что делать сегодня и вообще в это тяжелое время, как нам быть. И в Украине война, была в Грузии, у нас тем более она продолжалась долгие годы, и только лишь где-то в 2007 году мы можем сказать, все перешло в партизанское движение. Наша страна была оккупирована, и наша ситуация была сложная, и мы, находясь на Западе, старались организоваться, чтобы как-то на международной арене нашу позицию изложить. Для этой цели на Запад были направлены, из Министерства иностранных дел люди, из парламента, и в том числе я был тоже направлен специальным решением парламента, президента и Госкомитета обороны. И я тоже со своими товарищами сюда выехал и работал здесь. И когда там дело пошло, в развитие, я, допустим, стал наблюдать, что были какие-то странные движения, люди, которые были направлены нашим правительством или нашим государством, которые были с Министерства иностранных дел, или другие люди, которые тоже сами приехали сюда в качестве беженцев, они тоже проводили какую-то работу, а по линии нашего государства, по линии, раскрытия той проблемы, которая есть у чеченского народа и обвинения преступления Кремля против нашего народа, в этом отношении мы ничего не наблюдали. Только были слова, когда пиарились, а документы, которые принимались, они были все в пользу нашего врага Кремля. Это может показаться очень странным всем, и нашим людям, кто дома находится, кто здесь. Но факт есть факт, документы, как неопровержимое доказательство того, что было. А как это было, было очень тяжело это воспринимать, по крайней мере, мне и с моим товарищем. Люди, с которыми мы общались и дома, и считали, что это наши единомышленники, что мы вместе боремся за нашу деоккупацию, против оккупантов. И получилось, что напротив, они здесь проводили такую линию, как я сказал. Тогда нам пришлось против этого стать и бороться. Бороться как? Мы стали проводить разные мероприятия, там шествия, конференции, писать статьи, выступать в разных международных организациях. К примеру, я со своими товарищами очень много раз имели встречи и в Европарламенте, и в Совете Европы, встречались с этими лидерами, президентом этих организаций в разных странах, бывали, в том числе и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, по разным этим вопросам. И где только не был. У меня даже есть целый список в каждой стране, где я бывал, я отмечал, их 2-3 листка, огромное количество, не посчитаю даже сколько.
Мы тогда работали в этом направлении. Было очень тяжело, когда вот такая вот группа людей появилась на Западе. Что я имею в виду? В 2001 году, еще тогда, в 2001-2002 году, у меня еще была связь с президентом Моссадом напрямую. И он, когда я тогда находился вот в Лондоне, мы общались, и он мне, значит, очень настаивал на том, чтобы я поехал на встречу, которая будет в этом поселок или городок Ко в Швейцарии. Ну, я собрался тогда из Лондона, хотя мы планировали там другую работу, все отложил, вылетел туда. Они должны были, те, кто проводит эту конференцию с нашей стороны, должны были нас там встретить или позвонить нам, куда подъехать. Но я тогда был один, а другой мой товарищ, что со мной был, и другие товарищи, они оставались, я один ездил туда. Приехал туда и на вокзале ждал их 3 ночи, скажем так, и 2 дня. И никто мне не звонил. Только после этого позвонили. Я поехал, оказывается, приехал к концу вот этого мероприятия, которое они уже завершили. Но ни с чем я оттуда уехал, хотя попросил у них, дайте мне, значит, протокол, давайте там такое заявление сделаем. Оно ничего не было сделано, они разъехались, и там эту вот встречу там как бы организовал, или во главе сидел Тим Гулленбудеман. Наверное, вы знаете, это человек, который у нас миссию ОБСЕ возглавлял, когда у нас были выборы в 1997 году. И до выборов, и в ходе выборов он там был. Ну и они разъехались, и я ничего не мог получить. После этого я вернулся в место моего пребывания, написал, значит, записку, как говорится, президенту и отправил, в которой я там изложил ситуацию. Затем, после прошествия этого, через год примерно, в Лихтенштейне снова слышу, что идет там какая-то вот встреча. А уже, оказывается, в этот раз, там первый раз, когда ездил, там был наш министр иностранных дел Ахмадов Ильяс тогдашний. А теперь в Лихтенштейне уже был во главе этой компании с нашей стороны был Закаев Ахмед. И вот там они принимали тоже какие-то документы и все такое. И туда приехал Хасбулатов, Рыбкин и другие деятели от российской стороны. То есть какая-то шла вот такая подковерная такая борьба или какая-то сепаратная, какие-то были договоры. Те, которые вот мы приехали, от нас скрываясь и избегая нас. Но потому что мы не знали тогда до конца, что это такое, мы думали достичь, звонили этим людям, они не выходили на связь, а если кто-то через кого-то, то они делали вид, что они большую работу проводят, хотя, значит, они должны были вместе с нами работать. То есть вот такой был разнобой. И вот я, наблюдая за разной, значит, прессой, нашей здесь, в Европе, в Америке, в Вашингтон-Пост, газете, я обратил внимание на одну статью, которую написал, сейчас не помню фамилию, это Стар, Бат, кажется, его зовут, забыл его фамилию. Он написал статью в Вашингтон-Посте, в которой он излагает, что вот он в переговорах в Швейцарии, Лихтенштейне, и там, мол, это встретились эти две стороны, чеченская и российская, и там вот он был очень удивлен, что обе стороны были удивительным образом для него единодушны во всем. А единодушие заключалось в том, что они вместе решили разрабатывать план о том, что Чеченская республика – это не государство, это часть России, но, естественно, все остальные, мы, кто боролись и создавали свое государство, террористы, бандиты и фанатики. Вот до этого сводилось это.
Когда у него там это было написано, эта статья в Вашингтон-Пост, ее можно посмотреть на моих значит, статьях, ты можешь найти ее, и в моих статьях я ссылки делаю, то мы бы, конечно, я был удивлен, и другие были удивлены. А Запад и все эти вот западные деятели, которые здесь, для них это не было ничего удивительного, потому что они представлялись представитель нашего государства. Представьте себе, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия, и представьте себе вице-премьер Чеченской Республики Закаев. И там в этой статье они говорили о том, что надо этого, значит, Путина там образумить, потому что он там говорит, что можно нормальных людей нету, мол, в Чечне, а вот есть эти два человека, они есть, и они могут быть нормальными. Ситуация такая вот статья. Затем в это же время, вот в концу, через год, в концу 2002 года, собирается, в Копенгагене собирается какая-то группа людей, которая обозначила эту встречу как Всемирный чеченский конгресс. Фактически там собрались вот беженцы наши, большинство там, 90%. И туда приехали некоторые наши представители от нашей власти. Допустим, этот Закаев, его окружение. И приехал туда Хасбулатов, наверное, из России еще кто-то. И на этой конференции они принимают решение о том, что, значит, необходимо, значит, остановить вот это военное противостояние, и вопрос отношений надо решить на основе плана Хасбулатова. В этом обращении или резолюции нет ни одного слова о том, что речь идет о нашей стране. Потому что наша страна с 2004 года была переименована в Чеченская Республика Ичкерия. И все документы, которые принимаются с нашей страны, должны были так обозначаться. В этой резолюции было написано, что речь шла о том, что Чеченская Республика, то, что считается, и Россия заявила, частью России. То есть там в этой резолюции принималось вот такое вот решение резолюции Чеченская Республика. А в итоге там было сказано, что вопрос надо решать на основе плана Хасбулатова. План Хасбулата тоже являлся планом о том, что наша территория есть часть России. Вот такую резолюцию приняли, так сказать, Всемирном чеченском конгрессе, который, конечно, не являлся чеченским конгрессом, а это был подлог, собственно говоря. И вот к тому времени, после этого, мы тогда еще не имели вот эту всю информацию о том, что там такое было принято, не имели. Потому что там разразился якобы какой-то спектакль, там арестовали Закаева, все такое, там его хотят посадить, а на самом деле это было прикрытие. Показать, что там, чтобы забыть, что там было. А на самом деле было принято вот такой документ. После этого уже в 2003 году где-то, под конец его, принимается еще одна, значит, резолюция, вернее, еще один такой вот документ, который называется «Концепция обусловленной независимостью», и за подписью нашего министра иностранных дел. Концепция обусловленной независимости Чеченской Республики, там, Чечни. О чем этот документ? Этот документ полностью тоже о том, что наша территория является частью России, и мы должны выйти из состава, искать сейчас пути выхода из состава этой России, и таким образом нам, мол, Запад и другие будут помогать, чтобы мы создали свое суверенное государство. То есть наше государство там, в общем, напрочь отрицается, и вот такие документы они принимали. И когда мы узнали об этом, естественно, мы здесь, наши сторонники, которые на этой ситуации
опирались на эту ситуацию, пытались до них дозвониться, встретиться с ними, критиковали. С их стороны ни слова, ни звука не произносилось никогда. Никогда. Они не отвечали на эти вопросы. До сегодняшнего дня они на эти вопросы не отвечают. И тихой сапой проводят эту политику. И до сегодняшнего дня этим занимаются вот эти люди. А когда им помогало, вот как мы понимаем, их финансировали. Они были вначале под пятой Березовского Бориса Абрамовича. Потом они после этого, уже, видимо, накопив опыт, их Москва и везде, и всюду их под предлогом того, что они вот самозванцы, туда-сюда, это говоря на них, и везде рекламировали. И в «Коммерсанте», и в Москве, и по всей России, и везде их рекламировали, и обеспечивали и финансы, это видно по их поведению. Они собирали разные какие-то крупные там мероприятия, но в этой ситуации мы вынуждены были делать что-то. Мы, несмотря на это, мы не прекращали свою борьбу, мы не прекращали, значит, разоблачать их на своих сайтах, на своих. Наши люди об этом не знали ни те, кто находится в Чечении. На те времена наши люди там и в подполье, и открыто боролись, умирали. И еще там в это время и боролся и Масхадов, и другие. А здесь они принимали такие документы и говорили, что это все от имени Масхадова. На самом деле Масхадов не подписывал ни один документ о том, что они вот так утверждали, что это якобы от всего там подачи. Они на него ссылались, они ему давали ложную информацию. Это я говорю по своему разумению, потому что я знаю. Потому что информация, если бы доходила до него, но что-то я ему все же мог другим путем передать. Не по тем каналам, которые были у меня общие, а через такой другой канал. И помните, тогда он выступил, сказал, что все эти действия, которые там на Западе происходят, и вот эта концепция обусловленности независимости, это, мол, это не священная корова, ее нужно и надо критиковать. То есть он нигде он не подписывал, хотя многие говорят, там пытаются сказать, что с его подачи мы все это дело, он это говорил, Масхадов в этом все такое преподносилось. Ну вот после этого, когда Масхадов еще был при жизни, сайт, государственный сайт Чечен-Пресс, наш государственный сайт Чечен-Пресс и государственный сайт Кавказ-Центр, это были два сайта наши, которые считались государственными. Все, что только на этих сайтах и на этих опубликовано, по нашим законам, по Конституции считается законом. Все остальное, что опубликовано в разных других частях света, в любой стране, не имеет силу для нас, если оно не ссылается на наши эти сайты. Так вот, этот сайт Чечен-Пресс возглавлял Закаев. И даже при жизни Масхадова он, значит, себя там в этом сайте назначил премьер-министром. Масхадов объявил ему строгий выговор, документы есть. И, значит, дело передал в прокуратуру. Я пытался, надо откровенно сказать, с ним связаться, говорить с ним. Он никогда не пытался, не связывался со мной. Только изредка были такие короткие какие-то звонки, тоже такие, знаете, провокационного характера. Я потом скажу про это. И в итоге получалось, что мы вот с этими сайтами, человек с этими сайтами, он сам уже мог на этом сайте публиковать любое постановление, любое, значит, заявление и выдавать его, оно как бы считалось. Вот что происходило, и остальной мир видел это, и как бы, значит, Россия соглашалась с этим. То есть мы как бы, значит, боролись за свою независимость, за деоккупацию, а эти люди вот такими делами занимались. Почему это было? Что они хотели? Значит, они или заблуждались, вот если так говорить, мягко говоря, или они работали на нашего врага давно.
Или они были агентом влияния этого. Мы говорили им, что это нельзя делать, писали, но никаких не было. И в 2006 году, когда еще был жив президент уже Садулаев, Адулхаким, его администрация там выпустила специальный какой-то там этот проект администрации президентов, из которого следовало, что они хотели, значит, влияние этого Чеченской республики как бы, значит, расширить на весь Северный Кавказ. И там они переходили от Чеченской республики, потом переходили на Северный Кавказ. Этот документ тоже опубликован, и я там в этом документе о нем там написал свое мнение, в котором я сказал, что это совершенно противоречит основе нашего государства, не имеет отношения к нам, и что здесь фигурируют две силы. Это сила или фигуры, с одной стороны, это левые, другие правые. Имеется в виду левые, значит, сейчас не помню, кто из них, левые и правые. Левые – это Закаев, правые – это Удугов. И что это нельзя делать, и что это свое мнение я изложил, им отдал. Это было уже ближе к 2007 году, и я еще его опубликовал, помню. После этой публикации, значит, дело никак не менялось, но в 2007 году, когда Садулаев погиб, и вместо него власти пришел, президент пришел, новый президент стал по праву. Хотя вот я должен сказать, что все здесь заявляют от этих каких-то там предубеждений или еще каких-нибудь мыслей особенного вреда, что вот такой-то президент временно исполняющий, а такой, мол, это такой президент. Нет, неправда, это не должно быть. По нашей конституции, если президент один уходит, умирает, его вице-президент по закону становится президентом, и здесь это говорить нельзя. В общем, одним словом, когда значит, погиб Садулаев, пришел к власти, президентской власти пришел Доку Умаров. Доку Умаров, значит, создавал свой кабинет министров, и там разных людей назначал, и требовал, чтобы многие из тех, которые находятся на Западе, они вернулись на территорию Чечни, потому что, говорит, я один здесь буду воевать или что. Но там были споры, сейчас здесь об этом говорить не надо. Эти требовали, чтобы Закаев просил или требовал, чтобы его назначили здесь должность премьер-министра, что он здесь будет весь кабинет министра, а тот там должен воевать. Вот такие как будто были вот разговоры. Скорее всего, они были на какой-то почве, я тоже помню. И когда вот это все происходило, вдруг в октябре месяце 2007 года при действующем президенте и при действующем правительстве нашем, который вот создал еще этот Док Умаров, в октябре месяце заявление делает Закаев о том, что Док Умаров, значит, совершил преступление и предал нашу страну за $500 миллионов, взял у Путина, и что теперь у нас нет ни парламента, ни кабинет министров, и все такое. Я и другие люди это понимали, что это не может быть, потому что это не во власти президента, он не имеет права это делать, и не могло быть совершенно. Но эту пропаганду широко рекламировал Закаев и его окружение. Значит, это публиковалось на там разных сайтах, радио, там BBC и в другом месте, и в России везде вот эта вся пропаганда проводилась. Но никакого документа о том, что это сделал Док Умаров, не было. Понимаете? Там речь шла о том, что я знаю, что еще в 2006 году, еще при жизни Садулаева, там речь шла о том, что нужно изменить, что мы должны перейти на шариатское правление. Эти споры шли еще тогда, это религиозной частью нашего, так сказать, сопротивления.
И когда вот это все вот настолько было, значит, затуманено, но Садулаев не принимал никаких решений от себя, но он только рекламировал и говорил о том, что мы изменили Конституцию. Он говорил в 2002 году. Он говорил там, что изменили. Вот Низам стал, и вот мы должны перейти потихоньку, не торопясь. И мы продолжали, как бы, значит, быть дальше такими. Мы, конечно, вот члены нашего правительства, в том числе и я, мы не соглашались с этим, и как бы то ни было, вели ту работу, которая была основана на нашей Конституции, на нашей декларации, которую принял наш народ, и не сходили с этой пути. И когда, значит, это решение, скажем, образом не успел принять Садулаев, президент, принял бы или нет, это уже вопрос другой. И когда вот такая вот состоялась вот такая вот клевета в отношении там президента о том, что он это сделал и предал, я так полагаю, что религиозно это настроенные умы или настроенные смогли усилить и сделать давление на президента Доку Умарова. И он уже через месяц после того, как Закаев и Сараляпов, они когда издали постановление о том, что он самоотстранился, а он никуда не самоотстранился, и не было никакого документа, и в своем постановлении эти не выставили никакого обоснования, что он самоотстранился. Мы знали, что он не самоотстранился, а они этот такой документ выпустили и себя назначили, тот Сараляпов назначил себя как бы главой государства, а Закаев как бы премьер-министром. Должности обе, которые нет в нашей Конституции, в нашем государстве. И на этой основе они начали действовать, и вот это все раскручивать. И тогда уже через месяц с лишним вдруг на Кавказ-центре появляется, значит, Док Умаров, но не в роли президента, а как частное лицо, и заявляет, что он теперь амир Эмирата Кавказ, и он создал это Эмират Кавказ создается. Получается, с одной стороны, эти отступники от нашей Конституции, все эти люди заявили о том, что они являются там премьер-министр, главой государства незаконно. С другой стороны, президент сложил свои полномочия незаконно и тоже ушел в религиозное поле, якобы весь Эмират Кавказ. В этой ситуации мы думали, что делать. Это был уже почти 2008 год, да, 2008 год, он же декабрь уже был. И думали, и обращались к президенту, и говорили им, что это очень плачевно для нас, неприятно, надо вернуться в конституционное поле. Я писал тоже несколько раз обращений, заявлений, в статьях об этом говорил. Ни Закаев, ни тем более уже бывший президент, никакие реакции это не делали. И вот уже в 2009 году, после того, как мы все думали, что нам делать, потому что наше государство создано нашим народом в рамках современного международного права, а здесь вот они взяли это все, перехватили и начали от имени нашего народа говорить. Одни говорят, что мы часть России, а другой, значит, что мы там создали уже Эмират Кавказ. В этой ситуации мы понимали, что Док Умаров ушел в религиозное поле, а Закаев уже на международной арене в правовом поле, как бы, значит, как демократ, он борется, мол, против всего, он демократ, понимаете? И вот в этой демократической, так сказать, его работе в 2009 году, сейчас месяца не помню, значит, Закаев приглашает сюда на Запад председатель парламента Кадыровского этого марионеточного суда, и с ними там то в Лондоне, то еще в другом, Осло, кажется, да,
обсуждает вопросы совместной работы языка и заявляет, что он является легитимным, и кадыровские эти марионетки тоже легитимны. Вот когда уже это перешло, стало понятно, что никуда эти люди больше не хотят возвращаться, я имел в виду этот заказ их. И мы тогда выпустили в августе 12-го обращение от имени правительства нашего государства, воззвание, в котором мы изложили нашу позицию и сказали, что эти люди работают против нашего государства, что они, наконец, полностью открылись, и что в этот момент надо предпринимать какие-то четкие и ясные шаги в движении для того, чтобы сохранить правовую базу нашего государства, а не отдать на откуп это все Кремлю, обвинив наш народ и наших людей, которые боролись за свою страну и погибали, и у нас погибло около 250 тысяч человек, и они вот это здесь вот раскручивали. Конечно, это было очень тяжело, и до конца не хотелось верить, казалось, что это ошибочно, но так вот было на самом деле. Вот что было. Вот я хочу сказать. Раз так это случилось, мы тогда собрались, исходя из того, что в 2003 году было специальное постановление парламента, ко мне обращался и президент Масхадов, и парламент, чтобы я взял на себя эти функции по работе в зарубежье. Видимо, они верили мне или надеялись, что я могу что-то сделать, и я и так старался делать, что могу, но здесь они приняли специальное постановление в декабре месяце, но опубликовано было оно только в феврале следующего года, 2004 года. А у нас, если даже и принято постановление, если оно не опубликовано, оно не считается законным и не исполняется никем. То есть в 2004 году появилось постановление, в котором сказано, что вот возложить на Ахьяда Идигова, на меня, ведение организации всей политической работы и в зарубежье. То есть это было возложено на меня тогда. Поэтому я, со всеми нашими остальными людьми, которые мне были доступны, и которые не предали, не пришли на эту вот российскую сторону или не отошли от нашей Конституции, я с ними, общался, и мы пришли к выводу, что нужно создать, в этой ситуации какой-то орган власти из людей, которые имеют полномочия на то, потому что те другие органы, все власти не могут работать. И мы тогда решили организовать, орган власти, рабочий орган власти, который работает в зарубежье, и назвали его президиум правительства. Мы не могли его назвать ни президент, ни парламент, никак. Мы назвали его орган власти, рабочий президиум Чеченской Республики Ичкерия. Почему? Потому что в нашей стране есть 3 органа власти, там законодатель, судебный, исполнитель и органы местного самоуправления. И вот эти все органы власти не могли работать в условиях этой жесточайшей оккупации, в условиях, когда произошло то, что сейчас произошло, не было ни кворум, ничего. А насчет того, что был в 2004 году, когда Кадырова Москва назначала, тогда часть депутатов нашего парламента, мы не знаем сейчас, сколько их было, они были в Москве, и я знаю, что они звонили мне оттуда, и меня просили тоже приехать, то есть, видимо, чтобы я их поддержал. Я, конечно, отказался. Они тогда написали, часть депутатов написали обращение к Путину с поддержкой его референдума, который он якобы проводил на территории оккупированной территории, так, и они в Рабаде подписали документ, что, Масхадов, он преступник, он принял то-то, то-то, и что мы ему импичмент объявляем.
Кто там был? Мне известно там конкретно, что 3, 4, 5 человек я знаю. А остальные все отказываются до сих пор. Они скрывают, но мы просто предполагаем, кто там был. И эти люди, после того, как вот этот момент там они как бы разрешили, и здесь сюда приезжает 15 человек в Европу из депутатов. И мы с ними встречались, я встречался тоже. И там вот было такое мнение у них, они привезли, что все, кто здесь на Западе, преступники и предатели, в том числе и я. Когда аргументированно им было сказано о том, о всем, большинство из них поняло, в чем дело, что их обманули. Они заявили, что еще должны приехать 17 человек, здесь на Запад 12, и они планировали здесь провести какое-то мероприятие, то есть заседание парламента, о том, что он сложит свои полномочия и передаст эти полномочия кадыровскому парламенту. Вот такой план у них был. Но этот план у них сорвался, и вот когда они вот это все уже раскрутили, я возвращаюсь назад, в 2007 году, значит, эти два ветви между собой разъединились, и мы, значит, решили действовать в рамках нашей Конституции по сохранению нашего государства, и создав временный рабочий орган власти, который имеет полномочия, значит, вести работу в зарубежье по разоблачению этой ситуации, по, значит, борьбе за деоккупацию страны и снятие этих разных ярлыков о том, что мы бандиты, террористы, незаконные, то, что навешивало на нас эти агенты влияния Кремля в пользу, против нашего государства и народа. И вот тогда, когда вот это вот все случилось, создав вот этот временный орган, мы с 2009 года действуем. В этот орган власти входят люди, которые были избраны нашим народом на последних выборах в 1997 году. При наблюдении ОБСЕ, это 57 государств Европы, Америки там, и Запада, так, и они, их представительство подтвердило, что мы законно создали и провели очередные выборы, так, и там был избран и парламент, и органы местного самоуправления, и был избран президент и его кабинет министров. Вот те люди из них, кто фактически имели полномочия по этому, значит, признаку, мы и с этими людьми, кто является на этой стороне, которых мы знаем, мы из них создали этот орган власти и действовали с тех пор на Западе, и действуем доселе. Вот что имеется в виду по этому вопросу. Так вот, после этого Закаев там со своими вот этими, значит, сподвижниками, так скажем, в кавычках, работу не прекращали. Им в этом деле, я несомненно, им помогал Кремль, и помогали те силы на Западе, которые поддерживают этот Кремль. Как вы знаете, на Западе есть определенные там силы, которые все же как бы, значит, содействуют Кремлю. Через них этот, значит, их так называемый кабинет министров незаконно самозванно занимается этой работой. Вот что я коротко скажу, что по этому вопросу. Теперь я скажу о том, что коротко, хотя я уже говорю долго, что вот здесь мы вот создали 13 сентября вот эту платформу свободного диалога и пытались собрать этих людей, чтобы... И это мы сделали с украинцами, но оказалось, что в итоге мы... Каждый там думал по-своему. Оказалось, что, значит, те, которые собирались, они думали, что мы в президиуме, что мы, значит, откажемся от президиума и создадим, значит, правительство, значит,
в изгнание, и туда включим вот этих всех людей, которые там сомнительные личности, которые однозначно на религиозной основе еще там пытаются вот это свою линию провести, прийти туда, построить исламское государство, и другие, которые отрицали наше государство. Естественно, мы с этим не могли согласиться и заявили, что эти люди, те или другие, все, которые переходят на сторону нашего государства и народа, они должны поддержать, значит, президиум правительства Чеченской Республики, потому что это единственный орган власти, оставшийся от нашего государства, и который здесь действует за рубежом. И многие из них, значит, отказались от этого, и эта платформа президиума, значит, правительства, создав вот эту платформу, они уже потом решили что-то другое там делать. К сожалению, там и на территории Украины есть такие силы, которые всячески содействуют, скажем, как мы с вами знаем, есть там силы, и они об этом открыто говорят, которые тоже содействуют кремлевской администрации в войне, которая идет даже против Украины. Мы знаем, что Украина как борется, как народ борется, и все. Вот в этой ситуации, когда мы, значит, работали и делали очень много, трудились, и, правда, с украинцами, и вместе. И вот в октябре было, значит, принято, вы знаете, признана была Чеченская Республика как оккупированная территория Кремлем незаконно, и было признано, что был совершен геноцид чеченского народа со стороны Кремля. И мы пытались уже там решить вопрос, чтобы президиум правительства был бы воспринят им как легитимной властью, общее признание есть, а дальше, чтобы это признание было, чтобы это было признано с легитимными членами нашего правительства и государства, оно не идет, ему препятствуют те же силы, но там, значит, в этой Украине, там, значит, вольготно себя чувствуют некоторые люди, вот теперь, к примеру, Закаев, там он вроде создает какие-то полки, что-то другое, хотя нам известно, что это не так на самом деле, все там, которые есть, наши батальоны, все они против него, а то, что создает Закаев и его команда, это в конечном итоге оно не имеет никакой правовой основы, потому что когда надо будет говорить, кто ты, покажите ваши полномочия, у них предложить этих полномочий нет. Мы это украинской стороне говорили, они утверждали, что пока не надо, народ не поймет, но сейчас дошло до того, что такая же ситуация и у них у самих складывается. Вот это положение, и мы вот думали, что мы дальше продолжим вот эту совместно с Украиной работу. Мы работали, действовали. Кроме этого, мы работали и с другими международными организациями, другими людьми на Западе. Вот, допустим, «Солидарность», которая в Польше есть, там и другими организациями. И вот сейчас... В прошлом месяце, 10-14 ноября, значит, прошел такой форум. Он был в два этапа. Первый этап был в Варшаве ко дню независимости, государственной независимости Польши, а второй был в Брюсселе, в Европарламенте, где был принят меморандум, где там мы выступали, говорили о нашей стране, как она была создана, и его причины этой ситуации. Нам нужно выйти и решить эту проблему. Наши люди на Западе все, и кто не на Западе, и дома, и кто там есть, должны все это знать. Если они не будут это знать, они не будут знать, что делать и как нам быть. Конечно, что делать, как нам быть, это будет уже второй вопрос, но это очень важный вопрос. Первый вопрос, чтобы мы знали, в какой ситуации мы находимся. Ясно одно. Мы
наш народ в соответствии с современным международным правом создал свое государство в строго рамках этого международного права. И это государство было оккупировано, и началось, это была экспансия, развернутая против нашего государства, не только нашего государства, но и против всех новых независимых государств, которые вышли из разваленного Советского Союза. Они напали на нас, потом напали на Грузию, Украину. Вот такая ситуация. Вот я для общего обзора вот это все сказал. Вам, кто меня слушал, всем спасибо. Извините, что так долго. Ая Дересуль, я бы перед тем, как перейти к обсуждению международной конференции, которая и у меня есть вопросы, думаю, у наших слушателей тоже, хотел бы вот по поводу Закаева вот этот твой монолог задать по этому вопросу пару вопросов. Как известно, когда Ахмед Закаев и его товарищи объявляли себя фактически президентами или главой нашего государства, тогда Дока Умаров еще не объявлял о том, что он организовывает, создает Имарат Кавказ. Ты можешь вот в хронологическом порядке вот этот момент рассказать, потому что при действующем президенте, которого ты, как сказал, обвинили в том, что он взял $500 миллионов, и после этого как бы человек объявляет себя фактически президентом. Премьер-министр у нас должности нет, ее исполняет президент. Значит, Ахмед Закаев объявил себя президентом, просто из-за своей скромности, видимо, решил не называться президентом. Вот этот момент можешь рассказать хронологически, как все это произошло? И ты говорил еще, к тебе обращался Закаев. И вот этот момент тоже расскажи, пожалуйста. Ну, тогда хронологически в 2005 году ко мне позвонил Масад, этот Закаев, и говорит, что давай мы тебя сделаем председателем парламента. Я был удивлен, как это сделаешь, меня председатель парламента. Ну, это мы можем сделать. Я говорю, что за разговоры? Как ты, чем занимаешься? Ну, свои претензии ему. Но он сразу прекратил свой разговор, а я понимал, о чем он говорит. Используя сайт Чечен Пресс, так, он значит, там назначал себя, потом он публиковал какие-то там постановления, какие-то решения, и все это как бы считалось перед всем миром как бы законным, так? Потому что идет, мол, с официального сайта. После того, как со мной этот вопрос у него прошел, из тех людей, что тогда вот были направлены сюда, и, вероятно, часть из них, которая была в Москве, когда там они поддерживали, я не могу сейчас сказать, кто из них там был, но, по крайней мере, мы можем, это можно расследовать. Никто не говорит, что они там были или не были. Они все утверждают, я не был. А на самом деле один из них говорит, что там было 27 человек, другой сказал, что их было 42. Но этот вопрос такой был. И здесь Закаев не смог, не то, что не смог, я это решительно отверг. И он тогда своим на сайте Чечен Пресс после этого публикует так называемое заявление парламента, которое называется парламентское расследование. В этом парламентском расследовании там написано о том, что, значит, сюда, мол, они приехали по такому вопросу. Там раскрывается вся их деятельность, что их сюда направил администрация президента, и им выдали около 300 тысяч евро, и что якобы эти деньги, один из тех, который получил деньги, привез эти 17 человек, он эти деньги не использовал по назначению, а себе их присвоил, и что вот
из Москвы приехало 3 депутата, это там фамилия называется. И эти депутаты устроили у него там перед квартирой там разную потасовку, драку, и что вот они предатели, что они предат деньги, мол. То есть он, этот человек, который они называют, украл у Кремля эти 300 евро себе, конечно, но не потому, что у него это все мероприятие сорвалось, которое они хотели провести, эти мероприятия. Но деньги, видимо, он решил не отдавать назад. И вот они там обвинительно такое парламентское расследование пишут. И там они в этом парламентском расследовании, значит, пишут там, председатель парламента Сараляпов пишут. Первый заместитель там Бешаев, второй заместитель пишут там Янгулбаев. И четвертый пишет мою фамилию, что я тоже как-то, видимо, нужен был для того, чтобы, значит, подтвердить, им не верить, видимо. Поэтому. Тогда я заявил, что в этом он на своем сайте публикует это все. У меня вся эта переписка, которая тогда шла, у меня она есть. И вот они тогда, значит, я тогда записал специальное заявление, в котором я просил опубликовать. Сказал, что это подлог, что этого не было, и что я в этом не участвовал. Они отказались это публиковать. Тогда я попросил опубликовать на одном из сайтов чечено-литовской дружбы, я знал там людей, они опубликовали это мое заявление, скрин у меня от этого есть, с которым я говорю, что это предательство, это неправда. Таким образом был назначен Закаевым, назначен Сараляпов председатель парламента. Его никто никогда не избирал, не назначал, они здесь делали все, что хотели, и говорили, это никто не спросит, это не надо, хотя я с ним беседовал, говорю, нельзя это делать. Они говорят, никому это не нужно, мы вот так вот будем делать. Вот эти вещи они делали. И вот после этого, когда они, видимо, в 2007 году, когда у них вот это был спор, они что сделали? Они написали, значит, специальное поставление именно за подпись этого Сараляпова, который ничего не мог обосновать, без всякого обоснования, то, что сделал, если президент сделал, то он-то сделал то-то, 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 то, а просто само устранение написано. И это, которого не было. Это было 6 ноября 2007 года. А президент, как я сказал, он никакие документы не издавал, ничего не делал в этом направлении. То есть правительство еще работало, и президент работал. И мы, члены парламента, тоже и я, мы здесь работали. Тогда, после того, когда они все это... И Закаевская команда заявляла, что они демократы, а этот Доку Умаров, что он там на религиозную основу переходит, что это преступление и все такое. Теперь проходит после этого какое-то время, и через 10 лет после этого, в 2017 году, Закаев делает заявление, что они переходят на тоже религиозное поле, против чего он был тогда, и говорит, что в 2002 году, мол, была изменена конституция низом, в котором прямо сказано, что религиозная. И он туда вроде назад переходит. То есть он теперь выступает сам против этого, то, что было. Теперь, когда он пошел навстречу там Европарламент или еще где-нибудь, или в Украине, он везде пытается сказать, что это неправда, мы демократы, а на самом деле внизу лежит документ, который четко и ясно сказано, в котором даже президент Садулаев там об этом говорит, и он на него ссылается. Вот этим делами они занимаются. Вот что по этому вопросу я могу сказать. Баркал Делейсур Аят. Аят, ну тогда, возвращаясь к вашей поездке 10-14 в Брюссель и в Варшаву, международной конференции, которая называлась «Непобедимый дух против российского империализма» с участием делегации Чеченской Республики Ичкерия. Как известно, вы сперва посетили в Варшаве, ваша делегация сперва посетили в Варшаве конференцию, где вы делали доклад, затем
День независимости вы в Польше отметили на параде. И после этого поехали в Брюссель. Расскажите, Аят, поподробнее вот, и первый этап в Варшаве, и потом, что было в Брюсселе. Ну вот я был, значит, мы приехали, скажем, 10 числа была там, значит, крупная конференция, где присутствовали депутаты Европарламента в Варшаве, так? И главной там была это Анна Фатиге, известная там в Европе, и все такая женщина, она бывший министр иностранных дел Польши, Европарламент, сейчас они работают. Они организовали вот эту конференцию «Поэт-элит». Она называется конференция, вот я сейчас прочитаю, значит, эта конференция, значит, ну вот так, мы бывшие активисты антисоветского сопротивления и оккупированных Кремлем коммунистических режимов, боровшихся за национальную независимость, а также новые поколения патриотов уже независимых стран. То есть сегодняшние вот эти вот люди все вместе собрались, и этот вариант, эту линию поддерживал Европарламент. И там, значит, про нас что сказано. Я просто сейчас скажу, зачитаю, потом, чтобы дополнительные вопросы были. Там, значит, там сказано, что, значит, а также новое поколение патриотов уже независимых стран, образовавшихся после развала СССР в декабре 1991 года. Мы посылаем сигнал обществам других стран мира, международным правительствам, организациям, главам государств о необходимости сосредоточить внимание всех демократических сил на возрастающую опасность реванша диктаторских тоталитарных режимов. Последняя цель восстановления Российской империи, предела бывшего Советского Союза, Российской Федерации 24 февраля 22 года планировала военную экспансию против всех новых независимых государств и начала с 11 декабря 1994 года, напав на Чеченскую республику Ичкерия. Там это специально отмечено. То есть, начиная со времени, когда они напали на нашу страну, с этого времени, значит, международная конференция Европарламент отмечает, что они напали вот с того момента, это был не просто экспансия, то есть по захвату этих стран. Дальше говорится, мы верим в неминуемость окончательного распада Московской империи и обретения многими поглощенной Россией народом право на самоопределение, на свободное развитие своей культуры, родного языка, экономических ресурсов. Военная экспансия России против новых независимых стран, уже второй раз пишется, образовавшихся в процессе развала СССР, началась с 11 декабря 1994 года нападением на Чеченскую республику Ичкерия, а затем в 2008 году на Грузию и в 2014 году на Украину. Чеченский народ создал свое государство 25 ноября 1990 года, объявив на общенациональном съезде, приняв декларацию о государственном суверенитете. А 27 октября 1990 года прошли демократические выборы власти. 12 марта 1992 года была принята Конституция Чеченской Республики. И парламент страны, приняв эту Конституцию, независимого демократического государства. После оккупации этой страны ее легитимной власти в изгнании по праву является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Для нас это очень важно, что на международной арене
Европарламенте, что президент Чеченской Республики сейчас признается как легитимная власть нашего государства. Кроме этого, в 2 местах в этом меморандуме говорится о Чеченской Республике, что она как создавалась, что это было, что это легитимное государство. На международном уровне это очень важно. Вот что было. А когда мы были на конференции в Варшаве, там я выступал, там минут 10-15, я вынужден был там сказать о тех всех вопросах, и там, чтобы сказать, что наше государство должно быть признано на международной арене. А сейчас я, которые здесь нахожусь, есть какие-то силы, которые отрицают наше государство, или те, которые хотят пойти, допустим, туда и построить религиозное государство. Ну, хорошо, если мы даже религиозное государство, наш народ должен проголосовать. А получается, не народ голосует, а эти люди хотят навязать его, естественно, во главе, то в этом случае, конечно, снова против нас обратится весь остальной мир, как это было с Эмиратом Кавказ, ИГИЛ, и нас там могут всех разбить, размотать, и все остаток наших людей отправить, как всегда говорю, потому что это было в их плане, я это говорю, я читал этот план, в котором сказано развеять нас вдоль Дальнего Востока и ассимилировать, а туда поселить своих людей. Вот какие планы у нынешнего Кремля, поэтому мы против этого и боремся. Вот такая ситуация. Баркал. Аяд, еще очень интересный для меня важный момент был. Вы в этом меморандуме указали по поводу пересмотреть все дела, связанные с чеченцами, с украинцами, с грузинами, которые попали в розыск по линии Интерпол. И после этого... вот такая линия, было, значит, внесено в этот меморандум, он есть там, я просто сейчас его не зачитал, я его не выделил здесь, не подготовил, но оно есть там внизу, это тоже, что все те решения, которые, значит, принимаются по заявке Кремля, что это не должно больше применяться и должно быть пересмотрено. Это тоже в этом меморандуме есть, да. Ты прав, да. Я об этом говорил, и это туда внесено, да. Я с ними разговаривал, все, они все согласились, и сегодня они уже мне даже вот звонили, сейчас вопросы эти поднимаются и в других странах, и они говорят, что хорошо, что мы внесли этот пункт туда, в этот меморандум. Я почему говорю, была реакция Интерпола, представитель, не представитель, или председатель, по-моему, или как он называется, директор Интерпола, сделал в коем веке, я, наверное, в первый раз слышал, чтобы он делал публичные заявления. Именно после вашего вот этого меморандума он вышел, заявил, такое двоякое, конечно, было заявление, но все равно была реакция, и он заявил, что у них сейчас просто, сейчас дословно я не помню, вирус, что ли, или эпидемия вот этих заболеваний. Помнишь, я тебе присылал это видео? Была реакция. Кроме этой реакции, еще какую-нибудь реакцию вы наблюдали, были какие-нибудь сообщения? Нет, я пока ничего, мы завтра только будем собираться, вот наши люди, с которыми я общаюсь, вот эти люди со всех стран, там мы общаемся, там по связи, и один из них просто в разговоре со мной вот вчера или позавчера мне об этом говорил. А так я пока что не знаю. Это уже, как говорится, дальше будет видно. Да, если же, дальше это будет, все это будет дальше развиваться. У меня просто сейчас 2 кейса, которые я занимаюсь именно по Интерполу, и если нужны там просто вопиющие нарушения, видны просто невооруженным взглядом, если нужны будут какие-нибудь от меня документы или подтверждения, я готов сотрудничать с вами. Имейте в виду. Хорошо,
Хорошо, это хорошо очень. Так, еще дальше, возвращаясь к меморандуму и вот к вашей поездке. Вот, можешь в целом рассказать? Мы видим, что, вот, например, Верховная Рада Украины приняла закон о том, что наша территория оккупирована и что над нами, над чеченским народом совершен акт геноцида. И именно в ваших формулировках президиума, твои личные формулировки там были, которые были вот указаны и при принятии этого решения. Вот сейчас я вижу, как реакция происходит от Интерпола, хотя она не такая, как я бы хотел бы ее 100%, но уже видно, что люди слышат, и самое главное, что слышат. И вот в целом вот то, что сделано президиумом, сделано вот вашей всей вот группой, которая организовала вот это двухэтапное вот это мероприятие, несколько дней вы путешествовали по Европе. В целом, что полезного и какие следующие шаги будут у вас? Что полезного было из этого и какие следующие шаги у вас ожидаются в будущем президиумом и вашей вот этой группой? Мы сейчас, я хочу сказать, международная вот эта вот вся акция, она была направлена на то, чтобы и в перспективе сейчас речь шла там не только о нашей стране, нашем вопросе, но там говорилось вообще о всех вопросах. На Кавказе, на Ближнем Востоке, в Украине, в Белоруссии. Ну, все вопросы там затрагивались, и в этом меморандуме это указано. По нашей части мы что думаем? Первое, мы думали вот так вот сейчас довести вот эту вот ситуацию до наших людей, чтобы знали это в мире, чтобы знали чеченцы и наши друзья. Это вот я хотел довести до вас. А дальше все планы, которые мы вот пытаемся вот провести в жизнь, это главное, то, что я сказал, мы нацелены на то, чтобы нашу страну, которая оккупировала незаконно, значит, Москва, Российская Федерация, Россия, чтобы она была признана на остальных площадках мира, в странах. Если этого не будет, вся та борьба, которая там намечается, там мы придем, там вооружение возьмем. Нет, то, что есть, скажем, вооружение, мы готовим там наших людей в Украине и в других местах, чтобы они были современные воины и могли пользоваться тем современным оружием. Это нужно для того, чтобы наша вооруженная, скажем, оборонная часть была, значит, частью нашей страны, Министерства обороны, скажем, да. А решение о том, что мы придем туда и захватим, это сегодня нереально, точно нереально. Потому что нам главное, чтобы признали нас на международной арене. И первый шаг сделан. Правда, это второй. Вначале нас признала Грузия 13 марта 1992 года, а сейчас Украина. С Украиной мы пытаемся этот вопрос дальше продвинуть, как нам удастся, но вот эта вот агентура, скажем, влияние кремлевское, она просто противодействует всему этому и мешает нам. То ли это вот эти люди, о которых я назвал, то ли это другие люди амбициозные, которые не признают и не хотят признавать. Вот мы тогда собирались, говорили, вы должны поддержать наше государство.
мы с вами придем к самому государству. Врага. Такие вещи делать нельзя. И в Украине тоже есть какие-то там политические деятели, которые вот эту игру ведут с этими людьми, видимо, не понимая или, видимо, по той причине, то, что я говорю. Вот над этим мы сейчас работаем и будем работать и дальше. Это первое. А все остальное, это походу среди наших людей, которые здесь сейчас находятся. Как вы видите, война продолжается. Как видите, ситуация в мире меняется. Она меняется так стремительно, что казалось, что к лету все будет кончено в Украине. Оно не так. Вот видите, как это не идет. Почему? По многим причинам. По причинам одни говорят эти, другие это говорят. Нужно создать единую коалицию, скорее всего, для того, чтобы Украина была освобождена и не дать этой империи встать на ноги. Потому что тогда, когда она разваливалась в 1991 году, ей позволили встать на ноги и позволили ей нарушать международные права, позволили ей быть членом Совета Безопасности ООН, позволили ей творить беззаконие по всему миру, позволили. В этом, конечно, вина ложится и на остальные страны мира, которые к этому отношение имеют. Необходимо, с моей точки зрения, необходимо жесткое требование со стороны остальных государств в отношении любого государства. Но здесь же разыгрывается, вы знаете, борьба идет сегодня между демократическими странами. А главное, что в демократических странах? Это то, что власть в этих странах избирает народ. И диктаторским режиме, как Россия, Китай и другие, за которых сидят одни диктаторы уже из поколения в поколение и гнобят свои народы. Вот эти две системы власти сегодня спорят в мире. Не может диктаторская вот эта система победить. Нельзя ей дать победить. Для этого надо приложить все усилия всех, скажем, стран и народов демократических и всех прогрессивных людей. Они здесь разыгрывают разные варианты, предлагают то, это. Вы сами понимаете, сейчас Россия снова готовится к следующему шагу и помогает им. Мы знаем, кто эти страны, о которых мы говорим фактически. Что делать в этой стране? И какое место в этом, скажем, мироздании наше, чеченское, но мы об этом думаем. В то время, чтобы мы были как-то завязаны с другими странами. Нам необходимо, как мы планировали на Кавказе, объединиться, чтобы страны объединились, чтобы сделать там вот так было по мечте, которую тогда мы собирались, этот Кавказский дом. А не пытаться создать, вот я скажу, там Конфедерацию народов Кавказа или Горскую республику. Это фантазии, которые людям навязывают эти вот компании, потому что невозможно в современных условиях, создать ничего, то, что, допустим, не находится в плоскости современного международного права, потому что там все прописано, что, как и должно быть. Есть принцип международного права. А эти, когда говорят о Горской республике, о этой конфедерации или еще что-нибудь, да, конфедерация так-то, нам известно, это КГБшная организация еще с тех пор, с 90-х годов. Они ее хотят возродить. И кто на ее сторону становится, известно, кто они и какую цель они преследуют. Поэтому что мы должны понимать, что это такое и как, и с чем его едят. Если мы это не будем понимать, мы не будем знать, что нам делать.
Мы должны просвещаться, наши люди, наши молодые люди должны понимать, что завтра это ляжет на их плечи. Сегодня мы им говорим, вот такая ситуация, будьте внимательны, изучайте эту ситуацию, тем более вы находитесь многие на Западе, смотрите, что происходит, будьте активнее, вот что нам нужно. И надо вот те, которые мы сидим и ждем, что мы вот, допустим, вот так вот, я понимаю, тяжесть, которая на нас есть, на наш народ тем более, что делается там 37-е, 33-е годы. Но все равно мы должны как-то бороться, все равно мы должны как-то противодействовать тому, что есть, чтобы наш народ, они вот так не изничтожали. Мы должны обязательно эту задачу решить, исходя из того, что есть современное международное право, это мироздание, и не должны вот эти ярлыки, которые нам пытаются навесить здесь на Западе, которые сегодня, вы знаете, там того убили, это убили, под предлогом вешая это на весь народ, позволять это. Мы должны решительно дать этому отпор, а у нас есть здесь силы, которые поддерживают это. Есть люди, которые этому, значит, способствуют, мы знаем. Мы им говорим, нельзя это делать. Нет, они всячески не понимают, что происходит, не понимают, что это нереально. Эти вещи говорят. Мы их должны тоже образумить. В основном это обманутые люди некоторыми лидерами, которые вокруг них находятся. Поэтому мы должны вот это все понимать. Баркал Аят. Аят, здесь задают вопросы по поводу того, чтобы, предложение от Хамзата Гилаева, нашего модератора, по поводу того, что вы собираетесь ли вы, Алла, Президиум, поехать в Украину? И собираетесь, можете рассказать нам об этом? Но я скажу, что мы в Украину собирались поехать уже с прошлого года, с мая месяца, да. Мы там как бы нежелательны, понимаете, нежелательны. Мы же как бы, значит, пытались с тамошними людьми, кто там у власти или около власти, они все так и препятствовали нашему приезду туда. Но мы не можем приехать туда и ходить по разным местам. Мы должны, если есть признание, мы должны встретиться на официальном уровне, а не просто там тайком пробраться туда. Согласитесь с этим, правильно? Поэтому, исходя из этого, мы еще, я говорю, что в мае месяце прошлого года отправили туда наши документы на визы. Мы ничего не получили до сих пор. К